بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. На этой передаче мы объясним, что такое табаррук. Табаррук – это происходит от слова баракат. Баракат – это благословение, которое имеет различные значения в аятах священного Корана и хадисах нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Табаррук – это поиск благословения, это поиск милости Всевышнего Аллаха, посредством которого являются праведники и все те вещи, которые связаны с этими святыми праведниками, будь они пророки, алейхимуссалату вассалам, или аулияи, радиаллаху анхум. Причиной этому становится степень этих праведников перед Всевышним Аллахом, потому что пророки и аулияи, они достигли высшей степени перед Всевышним Аллахом, степень богобоязненности, степень любви к Всевышнему, и Всевышний Аллах любит своих праведников, любит своих пророков, любит аулияев, и они являются любимцами Всевышнего Аллаха. Поэтому места, в которых жили эти пророки, эти аулияи, места, где они садились, вещи, которые они носили, это является посредством, это является баракатом. И каждый мусульманин, он поистине уверовал, что баракат исходит, и милость исходит только от Всевышнего Аллаха. Но Всевышний Аллах сделал эти святые реликвии посредством ниспослания своего бараката. На это есть доказательства, достоверные хадисы нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Его сподвижники делали табаррук, они искали баракат посредством волоса нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они искали исцеление от разных болезней. Они опускали одежду нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в воду и пили эту воду и исцелялись по воле Всевышнего Аллаха. Этим посредством являлись святые вещи нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему они являются святыми? Потому что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он святой и любимый Всевышнего Аллаха. Анас бин Малик рассказывает, что его мать Умму Сулейма, она расстилала кожаную подстилку для нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на которой отдыхал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И когда наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вставал, и Умму Сулейма, она собирала волосы нашего пророка и его пот. Этот пот нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Умму Сулейма, она собирала в стеклянную посуду и использовала этот пот в качестве миска, потому что пот нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он пахнул лучше, чем любой миск, потому что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является наиболее лучшим, наиболее красивейшим, наиболее величайшим созданием Всевышнего Аллаха. Умму Сулейма отрезала от кожаной посуды место, к которому прикасался наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы выпить воду. Халид бин Валид, радиаллаху анху, это сподвижник нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В битве под Ярмуком он потерял тибетейку, и он кричал: ищите ее, ищите ее. И когда нашли, сподвижники увидели, что это невзрачная тибетейка. И Халид бин Валид сказал: однажды я поспешил к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, когда он совершил умрат и собирался стричь свои волосы, и собрал его волосы с передней части головы нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в эту тибетейку. И перед каждой битвой я одевал эту тибетейку, и ни в одной битве я не потерпел поражения. Это был баракат, который послал Всевышний Аллах и через нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям.
Потому что волос нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это является величайшим баракатом, это является большим табарруком. Потому что передает Ибн Сирин, он сказал Убайди, что Анас бин Малик, радзиаллаху анху, и его семья передала ему волосы нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Убайда сказал: если бы у меня был один волос нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это было бы лучше, чем иметь весь мир и его богатство. Табаррук – это ибадат, потому что табарруком, поиском благословения занимались асхабы нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. От сына Умара тоже передается, что Ибн Умар, сын Умара, радзиаллаху анхума, Абдуллах, он прикасался рукой, трогал рукой минбар нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на котором сидел наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и читал проповеди, и прикасался этой рукой к своему лицу. Абдуллах бин Зубайр, он выпил кровь нашего пророка от крови испускания, которое является суннатом нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И кровь нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она не является наджасатом, она не является нечистотой. Потому что в целом наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он является наилучшим, наичистейшим созданием нашего Всевышнего Аллаха. Поэтому Абдуллах выпил кровь нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и наш пророк сказал ему, что к нему не прикоснется ад. Его сподвижник Билал, когда возвратился он из Шам для зиярата могилы нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он целовал могилу нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Из этих достоверных хадисов, из этих достоверных рассказов сподвижника нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы видим, что поиск благословения – это является ибадатом, в этом проявляется любовь к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и посредством табаррука Всевышний Аллах посылает нам баракат и свою милость. Табаррук по своей сути – это тавассул. Это способ обращения к Всевышнему Аллаху посредством великих праведников. Есть 17 различных табарруков, которые остались от асхабов и праведных имамов, и каждому из них приведены доказательства из достоверных хадисов и рассказов его сподвижников. Табаррук посредством сур Корана, табаррук могилой пророка, алейхиссалату вассалам, табаррук посредством волоса нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, табаррук потом нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, поиск благословения посредством одежды нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, табаррук посредством места, откуда пил наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам, табаррук посредством тех предметов и тех мест, к которым прикасался наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам, табаррук посредством того места, куда ступила нога нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, потому что асхабы, сподвижники нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они старались трогать след нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Табаррук различными местами, табаррук священным домом, табаррук степенью и светом нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Табаррук посредством целования тех рук, которым прикасался наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Табаррук праведных халифов посредством копья, которым пользовался наш пророк, алейхиссалату вассалам. Табаррук праведных халифов посредством перстня нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Табаррук посредством других вещей, других пророков, алейхимуссалату вассалам. И табаррук посредством того, что осталось от праведников, от святых любимцев Всевышнего Аллаха. Поэтому табаррук, он является ибадатом, который дошел нас от сподвижников нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и праведных авлияев, радзиаллаху анхум. Всевышний Аллах не спаслал нам милость, потому что эти святые реликвии посетили нашу республику, посетили нашу центральную мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова. И благодаря нашему главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову Всевышний Аллах послал нам милость. Мы должны благодарить Всевышнего Аллаха
мы должны восхвалять Всевышнего Аллаха, потому что это является большой милостью Всевышнего Аллаха. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. بسم الله الرحمن الرحيم